они пришли в тот момент, когда распадается Золотая Орда. То есть они приходят с разными диалектами. У них нет общего литературного языка. А самая главная, конечно, причина – они не приносят с собой религиозных книг, которые были бы написаны на этом общем литературном языке. Одиноким воинам, их было большинство, разрешалось брать в жены христианок. Хоть дети и оставались в таких семьях мусульманами, язык отцов не унаследовали. Ведь воспитанием занимались матери. Между литовскими и крымскими татарами часто ставят знак равенства, что не вполне верно, ведь было две волны переселения. Какая-то масса приходит татар именно с крымского ханата. Многие похожи на крымских татар. Ну, наверное, и у меня такой тип. А вот часть нагайский тип, да. Круглое лицо, выделенные скулы, более такие миндалевидные глаза. Галина Мишкинени занимается рукописями литовских татар. Все эти многочисленные маленькие книжечки – ее родовое наследство, переписаны вручную чернилами домашнего приготовления. Из растения шафран, и вот оно такое коричневое. Карманный размер оправдан предназначением. Это хамаил, книга, которую всегда нужно носить с собой. Здесь и молитвы, и заговоры, и даже рецепты от головной боли. Все самое необходимое. Треба петь за ойца. Вот. Эту молитву следует читать за душу покойного отца. Главная странность рукописи литовских татар – шрифт арабский, язык белорусский или польский. Великое княжество Литовское в XIV-XV веках занимало обширные площади. Сегодня на этой же территории и Литва, и часть Польши, и Белоруссия. Соответственно, и потомки татар, пришедших в Литву в XIV веке, живут в 3 странах. Больше всего их оказалось в Польше – 10 000 человек, в Литве – 3 500, а в Белоруссии – 2.